Не по полям, а по лесам и даже на воде водителя трактора поймали с поличным прямо на месте преступления. Житель сельского поселения Мужичи пытался транспортировать незаконно вырубленный лес. Мужчина говорит, что срубил лес не он, мол, мое дело маленькое – осуществить перевозку. Однако даже если это так, ответственность с него, согласно закону, не снимается. И чем больше вопросов задают сотрудники Минприроды, тем больше получают далеко не исчерпывающие ответы. За транспортировку. Далее с нарушителем будут разговаривать уже сотрудники правоохранительных органов. Мужчину задержали. Спецтехника и инструменты для заготовки древесины изъяты. Также на месте обнаружены приблизительно 7-8 кубометров породы бук. МВД по Ингушетии начало проверку по данному факту. Выясняются обстоятельства. Ущерб, причиненный лесному фонду его действиями, сейчас устанавливаются. В поисках черных лесорубов, исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Ингушетии Саварбек Халахоев вместе с подчиненными и сотрудниками правоохранительных органов прочесали лесной массив сельского поселения Мужичи. На протяжении всего рейда встречалась незаконная рубка, видна работа тяжелой техники. В общем, окружающей среде причиняется значительный ущерб. Проверку сотрудники Минприроды провели и в Назрановском районе в Алиюртовском лесничестве. Наведались на участок, который арендуется для законной рубки леса. Однако даже здесь обнаружены грубые нарушения. Сотрудники Минприроды объясняют, что сплошная рубка влияет на экосистему региона. Лесным насаждениям необходимо дать время на восстановление. По данному факту начата проверка. Между тем, рейд проводится как днем, так и под покровом ночи, чтобы поймать нарушителей с поличным. В конце прошлого месяца факт незаконной рубки леса был зафиксирован и в Датыхе, в Сунжинском лесничестве. Обнаружено порядка 80 кубов срубленного леса. Правоохранители по данному факту продолжают проверку. Зелимхан Калоев, Новости 24.